Может, Таджикистану и не надо входить в единое энергетическое кольцо? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как из-за одной проблемы страны начали обвинять друг друга во всех грехах. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. 25 января в 10:57 в результате крупной аварии в электросетях Казахстана произошло отключение электроэнергии в городах Алматы, Шымкент, Тарас, Туркестан и прилегающих районах. Узбекская электросеть, которая подключена к единой энергосистеме Центральной Азии, была повреждена в результате аварии, информирует Минэнерго. Электроэнергия была отключена в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навийской, Кашкадарьинской областях. Также аэропорты Узбекистана были закрыты, отменились рейсы. После завершения ремонта электросетей аэропорты возобновят работу. Также в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Аше и в других городах наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Правда, власти Казахстана и Узбекистана разошлись в версиях о причине масштабной энергоаварии, из-за которой густонаселенные районы остались без электричества. Минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в Центральной Азии произошло из-за аварии на территории Казахстана, а в Минэнерго Казахстана утверждают, что причина в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, где произошел наброс, быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии. Кыргызстан отрицает свою вину. Объекты энергопотребления столицы, они будут в первую очередь восстановлены энергоснабжение этих потребителей, возможно, даже сегодня-завтра, но полностью вся система в национальном уровне, в автономной системе, наверное, заработает только через несколько дней. Тем более, что у некоторых есть дефицит. Вот, например, у Кыргызстана, у них в принципе дефицит, потому что гидростанции не могут выработать достаточного количества электроэнергии, поэтому им сейчас придется еще и выбирать, кому восстанавливать энергоснабжение, а кому нет. Как вы относитесь к тому, что возникла проблема, и вместо того, чтобы ее просто решить, страны начали обвинять друг друга? Если Таджикистан также вернется в это энергокольцо, нас ожидает то же самое? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Объединенная энергосистема Центральной Азии была создана еще при Советском Союзе, когда все страны региона являлись частью одного государства. Система управлялась координационно с диспетчерским центром в Ташкенте и позволяла балансировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде и в ирригационный период. То есть в зимнее время Таджикистан и Кыргызстан накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. В летнее же время Таджикистан и Кыргызстан направляли накопленную зимой воду указанным странам для полива сельхозугодий. Также летом Таджикистан и Кыргызстан поставляли соседям электроэнергию, производимую в избыточном объеме. После развала СССР в ноябре 1991 года в Ашхабаде было подписано соглашение о параллельной работе энергетических систем стран региона. Диспетчерский центр в Ташкенте был переименован в Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Азии. Финансировалась работа центра странами-участницами ОС на долевой основе. В дальнейшем возникали различные претензии и привело к тому, что Таджикистан вышел из этого энергокольца. Но министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир 2 декабря 2021 года в ходе Евразийского конгресса в Москве заявил, что Таджикистан уже в следующем году вернется в единую энергосистему Центральной Азии. Заявление прозвучало в ответ на предложение вице-премьера России Александра Новака о восстановлении объединенной энергосистемы Центральной Азии. При этом таджикский министр уточнил, что при возобновлении работы в единой энергосистеме региона необходимо учитывать изменения на рынке и мире. После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева предпринимались шаги для восстановления параллельной работы с энергосистемой Таджикистана при финансовой помощи Азиатского банка развития. В апреле 2016 года Таджикистан возобновил экспорт электроэнергии в Узбекистан, но приграничные узбекские районы, которые получают таджикскую энергию в целях безопасности, изолированы от энергосистемы этой страны, а значит от единой системы региона. Сразу в нескольких странах. И вот сейчас, после такого отключения масштабного, наверняка прозвучат мнения, что система не оправдала себя, может быть, стоит от нее отказаться. Тут, в принципе, да, конечно, такие голоса будут слышны, но, тем не менее, я думаю, что все-таки плюсов от существования подобной системы и функционирования ее значительно больше, чем минусов, потому что такие аварии случаются редко, и, опять же, нужно просто создать дополнительную систему резервов,
построить новые электростанции, чтобы у вас были резервные мощности какие-то, а не работа постоянно на пределе была. А как вы думаете, стоит Таджикистану возвращаться? Ведь с одной стороны это энергокольцо и спасло страны тем самым, что они быстро возобновили подачу электроэнергии, а с другой причинило то, что они начали обвинять друг друга. Свои мнения напишите нам, пожалуйста, в комментарии по всему этому поводу. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!